unutma, unut olmak ne doğa? Unut bir de söyle ulan nişanına. Unut bu senin ağzında koymay o. Tarihin de bile o sorularına. Guten Abend, unsere lieben Damen und Herren. Перед вами только что выступал маленький мальчик, его зовут Тимур Ибраков. И ансамбль школы лезгинки Тагира Ислама с традиционным национальным кумыкским танцем. И сегодняшний вечер вам проецировать будут в черно-белом варианте я, и в цветном варианте моя соведущая. Ее зовут Элина Исакаева. Я Равдин Ибрагимов. Saplanan günümüz geldi. Kumuk keçesi yanlı koşulduğu oylar bulan, özlem korumlu güçü bulan tüşümüzden tülümüzge çıktı. Bu gece tutup hoş geldinizde sizge biz aytmağa söylüyoruz. Ayağlı umuklar ve bizim konuklarımız. И для приветственного слова приглашаем президента региональной общественной организации по сохранению и развитию культуры и традиций кумыкского народа ОЗД Тимура Порсукова. Ассаламу алейкум. Добрый день, Добрый день, уважаемые собравшиеся. Özden grubunun harekatçılarına maşgul sayalım. Bugün bu kumuk geçesi ötürüleri. Сегодня мы проводим очередной кумыкские часы, вечер кумыкской культуры, благодаря активности наших özdenevцев. Çok harekatçılar adından Marada Savul Barakalı etmesiyle. От их имени хотел бы выразить благодарность всем вам. Bu Rusya Almanya Ocağı'nın başçılarına hak yürekten barakalı bildiriyoruz. Мы также хотели бы поблагодарить руководство Российско-немецкого дома. Bizim medeniyet, bizi birleştiren, anlaştıran tanrıdır. Наша культура – это та основа, которая нас соединяет, которая делает нас едиными. Biz bir oluruz.
ayasına 5 parmaklık başa olsak da bizi birleştiren bir doğru bizi cüna. Мы разные, подобно пальцам, которые находятся в руке, но несмотря на это мы едины. Şu olmak bizim yaşamda bizim adayatlıdır. Нас соединяет наша культура. Bizim medeniyet hocam, bizim yurtlar ve aileler. Очагом нашей культуры является наше селение и наша малая родина. Bugün de cihine biz bağışlayırız. Bizim yurtlar ve aileye. Мы сегодняшний вечер посвящаем нашим селениям и нашей родине. Dünyada adamlar koçu oturan sayın çok bola. Umutlar başka yerlerde yaşayan devletlerde, yat topraklarda umutmayın ama özü, dilin, dinin. Несмотря на то, что существуют миграционные процессы, и кумыки живут в разных государствах, в разных городах, они не забывают свой язык, свою религию. Bugün biz sizge umutların yerleri, başka yerlerde yaşayan, umutların başka yerlerde canaatları göstereceğiz. Мы сегодня хотели бы вам продемонстрировать, как живут наши общины, диаспоры в России и в других странах. Bizim yaşlı birileri etiyen işler internette yayılıp, çok umut yaşına yürütün açar. Geleceğimizin barını gösterir. Дела, которые делают наши ОЗДНовцы, они распространяют через интернет, и многим это подает надежды и зарождается надежда в их сердцах. Geleyiz umutlar bir molaya, geleceğimizin birçok buraya. Давайте, кумыки, будем вместе, будем едины, будем одним кулаком. Atasözü Taytan Köy'de olmucu var, ikisi de betlici var. Как говорится в наших поговорках, руку может мыть, а две руки могут мыть и лицо. Özün korunur, baş sözü terkimi kalanmadan gelecekte baraya. Çok sağ olun, hürmetli yoldaşlar. Selamun Aleyküm. Как сказано в нашем слогане, «Калам план келечегибизге барайык». Давайте вместе, в руках держа ручки, пойдем в наше будущее. Спасибо вам. Также хотелось бы отметить, что в нашем зале присутствуют представители турецкого посольства в Российской Федерации, советники посла. Давайте им похлопаем. Также здесь присутствует Дауд Аджиев, представитель постпредства Республики Дагестана при президенте Российской Федерации. Давайте. Также мы хотим предоставить слово Залимхану Валиеву, главу кумыкской общины. Assalamu alaikum, hürmetli Umut halkım. Rusya paçalıqın taşlarında yaşattıran Umut halkın cemaatine. Bizden şuna çakırılıp gelgemiz. Biz cemaatlarımızdan özümüzün vatanımızda Dağıstan'da yaşam yürütüp durabız. Bugün Karaman cemaattan sizge kaynar salam barınlarına. Biz eşitken son Moskvada Taşşarı'nda bizim Rusya paçalıqını, bizim Umut cemaatimiz cihvağını suyunub, Alyokta suyunub cahiller başını tutup yürüteyini. Hal olduğunca bir de bizim Moskvada cihvıp şulay Umut cemaatimiz özlerine madaniyatını saklap, tilin, cahilliğe tarbiye verip bir de eşitmeyin edik. Şonunla biz bugün Oktem'le, siz bugün birinci boynumuza alıp bekleyin işinde ne şeyde kasetip durasınız.
Осы айға мен сізге біздің жамааттан үйрайман өздеріңізді сақлап, тұтқан ішіңізіне артына етішіп, өктем болмалы. Сізге қарап, бізді өктем болармыз, тек вақтаныңызды да ұмытып қоймассыз, ондағыларда. Болған көмегіңізді вақтаныңызда қардаш жағызға да етесіз. Көп сау болыңыз, баракалла сізге. Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем. Bizim bugün kumuk geçeriz. Kumuk eller Türkler деген tema bağışlanma. Ozot da sağ dünyadan tutmasak da bir neçe kumuk eller ve cemiyatlar yaşayan köyünü bugün size göstermeye niyetlerimiz var. Bir başta kumuk dünyanın yaşamını gösterdikçe Latta birinci kumuk sayfanın kurulcusu hakkında bir de söz etmeye söyledik. Kumuk Dünya деген sayfa bu asrın birinci yıllarında yaşamaya çıktı. Ali bu saatte de o sayfa kumuk sayfaların arasında Latta belgeli ve ahametlisi. Bunu kuran Sadettin Ağay Adilov 11. Navruz'da geçindi. Allah onu rahmet etsin. O ötken bulutlu bizim halk uzak zamanlarda esinden kaydetmeyecek. Yaşamdan geçse de Sadettin Ağay'ın adı singil yok olmayacak. Sizin esinizde projeni beklemek için ona hakkında söylemeye sahnaga Arslan Hasanov'u çağırırız. Heutiges Thema unserer Veranstaltung ist gemütliches Heim. Wir versuchen euch verschiedene gemütliche Gesellschaften in verschiedenen Teilen der Welt zu zeigen. Wir leben in einer Globalisierungswelt und was bedeutet, dass die Menschen aktiver und gemütlicher sind, keine Ausnahme hier. Sie leben in der Türkei, in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich und in Russland. Man glaubt, dass sie nur in Dagestan leben, aber doch, wir sind in Moskau, in St. Petersburg, in Tschetschenien, in Nordossetien und so weiter. Wir sind überall und wir möchten repräsentieren, wie unsere verschiedenen Gemeinden in verschiedenen Städten leben. Aber in erster Linie möchten wir das erste gemütliche Internetprojekt repräsentieren. Es handelt sich um kumukya.ru. Der Projekt wurde von Sadruddin Adilov, der am 11. März gestorben ist, gegründet. Wir möchten, dass sich sein Projekt weiterentwickelt und jetzt Arslan Hasanov stellt kumukya.ru euch vor. Ассаламу алейкум, уважаемые гости. Сегодня мы хотим вам представить проект, посвященный истории и культуре кумыкского народа. Это информационный ресурс «Кумыкский мир». Этот сайт создан в 2005 году группой энтузиастов, патриотов нашего народа, горящих идей сохранения и развития кумыкской культуры, литературы и истории. Одним из основателей национально-культурного сайта был также и Адилов Садрудин Страждинович. Он был по природе своей, по образованию и воспитанию национально мыслящим, интеллектуальным бойцом, хорошо разбиравшимся в современных информационных технологиях, а также в массовых коммуникациях. В начале нулевых годов он горячо откликнулся на идею создания интернет-ресурса. Его не стало в этом году 11 марта. Кумыкский мир является первым ныне всемирно популярным сайтом и на сегодня фактически по своему масштабу и значимости ставший Всемирным кумыкским университетом. Здесь публикуются научно-популярные статьи о Кавказской гунии, Золотой Орде, Тарковском кумыкском государстве, а также другие знаменательные события о тюркской истории Кавказа. Также здесь можно узнать мнение ученых-историков по наиболее спорным и неоднозначным вопросам современной жизни, истории и культуры кумыков и их сородичей на всем Кавказе. Сайт также посвящен проблемам кумыковедения. И в данном контексте под кумыковедением понимается совокупность гуманитарных наук, исследующих культуру, историю кумыкского народа, в том числе тюркология, востоковедение, исламоведение, филология, культурология и искусствоведение. Итак, рассмотрим
задачи, приоритеты и основные направления сайта. Задачами сайта являются пропаганда идей общенациональной консолидации кумыков, популяризация трудов ученых и специалистов различных направлений, создание базы данных ученых и специалистов, а также информирование общественности о достижениях в области кумыковедения. Итак, приоритеты. Главными приоритетными направлениями сайта являются изучение и пропаганда кумыкского культуры, языка и истории кумыкского народа, возрождение самобытных традиций и обычаев, формирование и укрепление национального самосознания и воспитание чувства патриотизма. А также сайт имеет историко-культурологическую, просветительскую и информативную направленность. Кроме всего вышеперечисленного, вы можете найти на сайте рассказы, стихи, поэзию, прозу кумыкского народа. И не только на кумыкском, но и на русском языке. Вы можете прочитать произведения таких кумыкских писателей, поэтов, как Ерчехазар, Батырмузаев Нугаев, Канапиев Гебек и многих других известных поэтов, писателей. Помимо всех серьезных вещей, о которых я упомянул выше, на сайте имеется весьма забавный раздел, называется он «Москва». Нельзя также оставить без внимания форум на сайте, где обсуждаются самые актуальные вопросы. Посетители делятся своими мнениями о различных аспектах жизни кумыкского народа и жизни в целом. И в заключение хочу сказать, что Координационный совет сайта приглашает всех, кому интересна история, культура кумыкского народа и кому есть чем поделиться. Спасибо. Çok sağ ol Arslan. Kumuk yaratmışlığı artsın, kumuklar çok olsun. Kumuk Keçesi Moskov'daki kumuklarını hafta belgeli projesi. Bizim özlem kurumdağı daha çok projelerini yaşama çıkaracakız Allah buyursa. Var özellikle prezentasyonun yapmak etmek için Lafta harakatlı Zita Tatayvan'ı ve Ruslan Salatbekan'ı çağırırız. Wir möchten noch über Osden sprechen und unsere ehemaligen, heutige und zukünftige Projekte repräsentieren. Dazu laden wir unsere Aktivisten Zita Tataeva und Ruslan Salatbekov ein. Встречайте! Всем привет! Geçmiş olsun. Мы вам расскажем о нашей организации, если кто еще не все про нее знает. Почему именно такое название Özden? Энциклопедия вам подскажет, что Özden – это сословие кумыков. Не намекаем, что участники Özden – это представители какого-то особого сословия. Сегодня нет никаких сословий. Тогда на что же мы намекаем? Вообще, эту тему мы не зря подняли. В принципе, мы про организацию должны были рассказывать, но у нас все время все спрашивают, почему мы говорим, почему мы назвались Узден. Нас подозревают, что мы себя возомнили Узденами. Узденов давно нет, это очень плохо, но нет. Но кто такие Уздени, многие кумыки тоже не знают. Кто-то считает, что это свободные крестьяне, что неправда. Кто-то считает, что это дворяне, что тоже неверно. Это не те, ни другие, но они, Уздени старых тех времен, они побрали в себя что-то и от дворян, что-то и от крестьян, и фактически это было сословие таких людей с дворянским самосознанием, но которым не чужд труд, в отличие от дворян, которые, в общем-то, не очень это любят. Вот, собственно, память об этом живет у кумыков, и кумыки с особым почетом относятся к сословию Узденей. Поэтому, собственно, мы назвались Узден, потому что есть такое понятие, как кодекс чести Узденов, который включает в себя три, можно сказать, основных пункта. Итак, главные постулаты такого отношения к жизни. Это первое у нас чувство собственного достоинства. Служить подряд, да прислуживаться тошно. Патриотизм, служение своему народу, своей стране, но без присмыкания перед другими людьми, какое бы положение они ни занимали. В этом Уздене они похожи на дворян.
представителей воинского сословия, казаков. Второе – любовь к труду. И третье – это у нас бережное отношение к традициям. В общем, Узден — это не гордый патриций, который считает ниже своего достоинства трудиться. Нет, Узден — это трудолюбивый, патриотичный, честный от слова честь. Вот что такое Узден в нашем понимании. Собственно, вот так мы объясняем название, которое мы себе взяли, в принципе, чтобы соблюдать кодекс чести Уздени. Не надо быть Узденем, достаточно быть кумыком, любящим свою родину, трудящимся на благо своей родины. Собственно, в этом и наш посыл. С чего началась организация ОСДЕН? Этот вечер ОСДЕН он проводит, и вы можете подумать, что это просто один из проектов нашей организации. Но на самом же деле кумыкские вечера – это то, из чего как раз и появился ОСДЕН. Первый вечер, он был осенью 2012 года. Прошел он уже в российско-немецком доме в форме лектория по кумыкской культуре и кумыкскому языку. Главным лектором был, конечно, Рамазан Арпавуд. Собрались тогда и кумыки, и не только кумыки. У нас каждый раз происходит то, что совмещается и общение кумыков между собой, и знакомство других людей с кумыками и их культурой. И, кстати, знакомство самих кумыков со своей культурой, историей и обычаями. Вот фотография с первого лектория, который придумал Рамазан Алпаут, из которого, собственно, мы начали собираться. Вот. На этой фотографии замечательный человек. Насколько я помню, это якут, который сюда попал, не знаю как, кто его пригласил. Это мое самое большое впечатление от первого лектория, потому что якут, не помню, к сожалению, как его зовут, он столько открытий для себя сделал. Он узнал, что, оказывается, кумыкский язык он понимает, что, оказывается, тюркские языки так похожи. Он, в общем, узнал, что он знает не один язык, тюркский, а два. Вот. И, собственно, даже ради этого, ради того, чтобы якут узнал, что, оказывается, кумыки говорят практически на его языке, стоило организовать это. Второе мое впечатление от первого лектория, который прошел в 2012 году, это как мы с женой ехали отсюда, у меня жена армянка, совершенно не знает кумыкский язык, и она прочитала на вывеске какой-то московской, какого-то заведения слово «мархаба», что значит «здравствуйте», и перевела его. Собственно, на том лектории был мастер-класс Рамазана Алпауда, он там показывал какие-то слова кумыкские. Вот вечер тогда удался, это был первый наш вечер. Вот мы еще не рассказали про встречу Нового года. Мы попробовали другой формат. Встреча Нового года, мы 7 января собрались в кафе с группой, значит, товарищей, друг друга не особо знали, там познакомились, встретили Новый год. Попробовали такой формат, который уже в Москве и раньше был. Группа в Одноклассниках собиралась на Новый год и не раз. Ну и мы вот собрались, нам понравилось. Третий вечер, он был в ноябре 2013 года, опять-таки на культурный вечер. После этого и как раз-таки появилась московская кумыкская самоорганизация ОСДЕН, которую мы зарегистрировали уже в начале 2014 года. И нашу четвертую встречу, вечер кумыкской культуры, в феврале этого года мы проводили уже как зарегистрированная организация. Собственно, тогда, когда в феврале мы показали себя в стране под названием Россия и тюркскому миру, тогда же, фактически через несколько дней после регистрации ОСДЕН, о нас впервые написали российские и зарубежные СМИ. Большой отклик был на символику ОСДЕН, которую мы тогда презентовали, эмблему и флаг. Да, это был замечательный вечер. Этот вечер у нас уже 5-й, но, в общем-то, мы, конечно, считаем, что эти вечера очень полезны, мы собираем людей, собираемся сами, люди общаются, к нам приходят гости, не только кумыки, они узнают о кумыкской культуре, о языке, вот как наш уважаемый человек из Якутии на первом вечере узнал, и он не один такой. Все эти вечера очень полезны, но мы, естественно, на них не останавливаемся. У нас куча проектов, многие из них уже работают, сейчас мы вам о них расскажем. Может возникнуть вопрос, для кого мы делаем проекты. Мы, кумыки, собрались, и люди, наверное, думают, что мы для кумыков только делаем проекты. Ничего подобного. В принципе, к нам в наших проектах участвуют разные люди, и русские, и грузины, и кругоны. В принципе, даже проекты, которые касаются языков, там, конкурс кумыкской литературы,
И там могут принимать участие не только кумыки, если только они знают кумыкский язык, а остальные наши проекты спортивные, языковые, там английский, немецкий, турецкий, там, естественно, к нам ходят все желающие. Вы можете убедиться, просто ходить тоже туда и посмотреть, как это все происходит. То есть мы работаем для всех, ну и в том числе для кумыков. Проект, который у нас есть здесь в Москве, это курсы кумыкского языка для начинающих. Подчеркну здесь именно вот этот момент, потому что сюда ходят не только кумыки, которые не знают свой родной язык. Это, например, сюда ходят те же самые русские, грузины, и мы набираем обороты. Клуб общения на английском языке с профессиональными лингвистами. Аналогичный клуб, аналогичный клуб общения такой же есть на немецком языке, также на турецком языке, который происходит по той же схеме, как они обсуждают отрывок из какого-то произведения мировой литературы, обсуждают грамматику, отрабатывают новую лексику. Здесь же точно так же участвуют не только кумыки. Это у нас во всех проектах одна и та же схема, можно сказать. Английский, да? Это английский. Вот, в принципе, только кумыкский язык у нас проходит как именно урок, а английский, немецкий и турецкий, значит, там профессиональный лингвист собирает людей, задает им тему, там, такое-то произведение о Генри, к примеру. Значит, они на английском общаются, обсуждают это произведение, соответственно, там всплывает лексика, какая-то новая грамматика, они ее изучают. То есть такой клуб, куда ходят люди, которые знают язык, но они могут знать на разных уровнях. В принципе, все это учитывается. Множатся кумыкские организации по всей стране, и не побоюсь даже этого слова, и за ее пределами. Вот посмотрите, 3 кумыкские организации, самоорганизации, люди сами организуются, собственно говоря, никто свет это не навязывает. 3 в России организовались за последнее время. Москва — это мы, ОСДН, в Грозненском, Гудермесском районе Чеченской Республики, значит, организации местного уровня. Эти организации уже есть. У Гудермесской даже есть свой сайт. Они уже успели его открыть. На очереди у нас Северная Осетия, тоже одна из 3 республик, где кумыки коренное население, наряду с Чечней и Дагестаном. На очереди Московская область, община Московской области, на очереди община в Санкт-Петербурге. Не успели мы начать помогать нашим кумыкским друзьям организовывать свои организации, как не успели мы это начать в нашей стране, как началось это и за рубежом. Вот посмотрите, вот здесь 7 стран перечислены, где уже что-то начинается. Пока что это не оформлено как-то юридически, но диаспора Беларуси, Турции, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, США при нашей поддержке тоже самоорганизуется. Какая наша поддержка? Ну, мы можем оказать организационную поддержку, мы знаем, как строится структура, как это все делается, особенно внутри страны. Мы уже проходили, как юридически это делать, какие документы куда подаются, методическая, значит, поддержка. Все это мы им готовы предоставлять. Также, наверное, стоит рассказать главное о спортивном клубе нашем, который уже несколько месяцев, как он работает. Тут можно заниматься и фитнесом, и боксом, так что можете прийти в среду, это в 19:00, и по субботам, воскресеньям в 17:00, убедиться, что там не все так легко. У нас очень жестко проходят тренировки. Также... Тренировки жесткие, но вход свободный. Да, вход. Национальность по паспорту никто проверять не будет. И могу сказать, что сюда ходят не только ребята, что у нас и девочки, мы их готовим. Наша команда, которая играет «Что, где, когда», она приняла участие в интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» в Московском доме национальности, где принимали участие команды московских вузов и национальных организаций. За последнее время в федеральных СМИ опубликовано несколько статей и интервью о деятельности ОСДН, а также на радиостанции «Голос России» вышли 2 передачи про нашу организацию. Это, как вы поняли, идет перечень наших проектов. В принципе, все это делается, не падает нам с неба. Мы
включая СМИ, все это мы, значит, сами стараемся. Следующий пункт — обучение студентов в вузах Турции. Это уже началось. Уже прошел конкурс в селе Бураган Губернского района, в Кумыкском селе, конкурс кумыкской литературы. На нем отобрали 10 человек, которые 10 человек из Дагестана и Чечни, кумыков, которые поступят в турецкие вузы. Турецкие вузы, ведущие турецкие вузы готовы принимать кумыкских студентов. Мы не можем, конечно, от этого отказываться, потому что уровень образования в Турции очень высок. И, собственно, это первое. Второе, это как раз в интересах нашей организации. Мы позиционируем себя как мост между Россией и тюркским миром. Соответственно, наши студенты едут в Турцию, учатся там, налаживают связи. Это все в наших интересах, в интересах студентов. Значит, скоро они поедут туда учиться. Наши представители активно принимают участие в всяких конференциях, в круглых столах, посвященных тюркской теме, межнациональной теме, кавказской теме, языковым проблемам. Наш вице-президент Рамазан Алпауов дважды был в общественной палате, представлял там нашу организацию, обсуждал языковые проблемы, молодежные инициативы. Собственно, работаем в этом направлении, присутствуем везде. Последний пункт, он может выглядеть как-то легкомысленно, возрождение утраченных кумыкских традиций. Ну, это, конечно, трудно, но мы стараемся. Например, мы пытаемся до сих пор вернуть интерес к празднику, который почти забыт у кумыков, который называют другие народы Навруз. Но и кумыки его раньше отмечали, сейчас так, вот, все по-разному, кто-то отмечает, кто-то не отмечает. В этом году мы успели подготовить видеоролик, пропагандирующий этот праздник. Дальше будем думать, как еще поддержать эту тему. Это тоже наши традиции. Будем стараться, чтобы мы их не забыли. Мы сейчас отвечаем на вопрос, чем мы занимаемся. Ну, собственно, продолжаем, значит, организовывать вечера кумыкской культуры. Это был, может быть, самый успешный у нас вечер. Мы презентовали символику, парни держат флаги. Собственно, это был первый выход в свет этих наших флагов. Много откликов, насколько я понимаю, людям понравилось, мы рады. Интересное событие произошло совсем недавно. Наше руководство нашего ОСДН принял посол, чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации. Это для нас большая честь. Мы, конечно, к этому стремились. Мы стремимся налаживать связи с тюркскими странами. И нам очень приятно, что господин посол нас принял. Ближайшие планы, которые ставит ОСДН перед собой, это методическая организационная помощь кумыкским самоорганизациям в регионах России и за рубежом. Прием заявок и отбор молодежи на летние курсы турецкого языка, как раз по которым веду прием заявок я, может обращаться ко мне. Создание студии продюсерского Можно я центра. скажу? То есть студии, у нас фактически студия работает без студии. Мы снимаем ролики, находясь в разных местах около этой работы. Но мы все-таки стремимся к созданию студии. Если она у нас будет, то будем развивать дальше. То, что здесь написано, все в планах, все серьезно. Также у нас летом будет открытие летнего молодежного лагеря на берегу Каспийского моря. Также участие в симпозиуме общественных организаций тюркского мира и других общетюркских конференциях, и которая пройдет у нас как раз в ближайшее время, это 11 и 13 мая, и мы туда отправим нашего Лаутина Ибрагимова. Мы намерены провести российско-турецкий форум, который будет называться «Кумыки. Культурный мост между Россией и тюркским миром». Собственно, вот это название, это и есть наша главная концепция, по которой мы работаем. Будем надеяться, что все получится в этом году. Вот такие у нас грандиозные планы. Это, наверное, самый любимый мой слайд, Руслан. У ОСДН вообще очень большой потенциал. Это у нас вообще в организации собралось огромное количество специалистов. Это IT-специалисты, журналисты, пиар-менеджеры, продюсеры, музыканты, литераторы, преподаватели, лингвисты, юристы, общественные деятели. Но Руслан еще забыл меня, медики. 11 пункт, самый главный – медики. У нас есть аккаунты во всех популярных социальных сетях. В принципе, их легко найти по поисковой системе, вбив или на кириллице, или на латинице слово ОСДН.
Заходите, общайтесь с нами, участвуйте через наши аккаунты в наших проектах, пожалуйста, оставляйте свои заявки. Добро пожаловать. Мы рады любым активистам, мы рады всем, неважно, это кумык, не кумык, но мы ждем всех. Приходите. Спасибо. Мы тоже вам рады, Капсаловыз. А как я рад. А сейчас мы приглашаем сюда ансамбль, танцевальный ансамбль школы лезгинки Тагира Исламова, который исполнит горский танец. Встречайте!
школа Литгипета Гиры Исламова. Может, мне тоже поможет. И для презентации нашей сегодняшней темы мы приглашаем на эту сцену Рамазана Пауда. Добрый день, уважаемые собравшиеся. Ассаламу алейкум. Я сегодня буду говорить о нашей географии. Начну с наших южных рубежей. Я имею в виду исторической Кумыки. Это Кайтанский район, Кайкенский район. Это наши южные Кумыки, которые имеют свои особенности в языке, в культуре. Очень сильное влияние обузской культуры в этом регионе. Помимо всего прочего, дальше идет Кайкенский район, если говорить о южном регионе. С центром в селении Карабах-Кент. Карабах-Кент — это одно из самых больших селений кумыкских. Вы, собственно, видите карту расположения Карабах-Кента и Карабах-Кентского района и снимок, фотографию селения Карабах-Кент. Итак, чем же известен Карабах-Кент? Помимо того, что... Дело в том, что я зимой был впервые в Карабах-Кенте, и меня все убеждали в том, что это центр мира. До этого я думал, что это Грозный, но меня переубедили, что это Карабах-Кент. Мы пропустили, на самом деле, очень интересное высказывание имама Шамиля по поводу Карабах-Кента. Дело в том, что когда мимо проходило войско Шамиля мимо Карабах-Кента, один из наибов сказал: давай остановимся в Карабах-Кенте, на что ответил Шамиль, что он не хочет в этой жизни оказаться в раю. Так он охарактеризовал Карабах-Кент, что это рай на земле. Еще одно селение, которое нас очень интересует с точки зрения и самоорганизации, стимулирования самоорганизации, это, наверное, один из таких моделей. Про вторую модель я скажу чуть позже. Это действительно такой архаичный, традиционный вариант самоорганизации кумыков. Я имею в виду вот это селение, которое называется Дуйнах или по-русски Улубиау. Здесь тоже есть особенности с языком, но самое главное, что мне здесь нравится, то что люди здесь самоорганизовались, и здесь сообщество имеет довольно сильное влияние на всю деятельность, которая происходит в рамках села. Это и в земельных вопросах, и в других вопросах. Более того, когда я прочитал нормы, которые выпустил джамат этого селения, по которым должны проходить свадьбы в этом селении, я был очень приятно удивлен, и более того, начал распространять эту норму на другие селения, потому что нужно как-то унифицировать вот эту норму. Я имею в виду те моменты, которые не регулируют ни федеральное, ни региональное законодательство. Это больше традиции, обычаи и так далее. Вы видите фотографии Буйнака, собственно, побережье и красивые пейзажи есть не только в южных странах, но есть и у нас побережье Хазарского моря или Каспийского озера, как его называют в науке. Дальше мы переходим к срединным кумыкам. Это Буйнакский район. Это предгорный район. Здесь некоторые селения расположены, собственно, в предгорных территориях. Особенно здесь хотелось бы отметить селение Казанище. На самом деле мне не очень нравится вот это деление нижнее и верхнее. По большому счету, как сами жители рассказывают, это по большому счету уже одно селение. И здесь, наверное, стоит отметить, что это одно из самых больших селений, не только Кавказа, но и, собственно, Европы. Около 30-35 тысяч человек проживают в этом селении, в совокупности Нижнем и Верхнем Казанище. По-кумыцки это не Казанище, а Казаныш. Теперь переходим к нашей исторической столице. Как вы все знаете, у нас было несколько государственностей. Самое влиятельное из них было Тарковское шанхайство или Кумыкское шанхайство. Собственно, по самому названию можно понять, что
столица находилась именно в Тарках. Если вы посмотрите любые карты исторические Северного Кавказа, вы всегда там найдете Тарки. Тарки — это довольно старый город, который сейчас не имеет статус города, но исторически это город. Вы сейчас видите виды на Тарки как в историческом плане, так и современные Тарки. Дальше передвигаемся к северу. Эти два района на самом деле не зря идут после Тарков. По большому счету это те же таркинские земли, которые еще в недавнем прошлом образовали отдельные муниципальные образования под названием Кизилюртовский район и Куртаркалинский район. Передвигаемся уже к северу и немного западнее. Это у нас Бабаюртовские и Хасаюртовские районы. Здесь, наверное, стоит отметить, что несмотря на то, что есть деление на два муниципальных образования, в историческом плане этот регион стоит рассматривать как нечто единое, которое должно у вас ассоциироваться с этими тремя населениями. Это Куспек, Аксай или Аксай по-кумыцки, или Эндрей. Эндрей из них самое древнее население. По большому счету, насколько мне рассказывали сельчане, Аксай, собственно, и произошло от Эндрея. В историческом плане это три, можно сказать, княжества велика кумыкских, которые имели в разные периоды разное значение для региона. Более того, Эндрийский велик периодически мог себе позволить завоевание или расширение в сторону Запада и борьбу с Кабардой. Переходим к моей родине. Это Чеченская республика. В Чеченской республике в 3 районах проживают кумыки. Это Грозненский район, где, собственно, создана национальная культурная автономия кумыков Грозненского района под названием Тузлюк. И Бутырнецкий район, откуда, собственно, я родом, из селения Брабуны, или Балазаны по-кумыцки. Здесь создана первая национальная культурная автономия вообще кумыков в России. Следующий слайд. И Шелковской район, где совместно с... Тут есть очень интересный момент, который стоило бы отметить. Есть селение, которое по-кумыцки называется Ямна-Кала, или станица Гребенская, где население по большому счету называется, идентифицирует себя татарами, но родной язык, родную литературу в школе проходит по учебникам кумыкского языка и кумыкской литературы. То есть в языковом плане это люди, которые говорят на кумыкском языке, читают на кумыкском языке, пишут на кумыкском языке, но идентификация татарская. При этом они отказались от учебников, которые им предоставлял Татарстан. Собственно, это и есть мое селение, наверное, одно из самых активных в гражданском плане за последнее время. Впервые в Грозном проходят дни кумыкской культуры, и очень активно в этом участвуют Туле, с которым мы активно сотрудничаем, я имею в виду Узден. Хорошо, я перейду еще к Северной Осетии, это Моздокский район. Это наш, в современное время, это наши западные рубежи. Здесь есть селение Кизляр, который на самом деле многие кумыки называют Кучукюрт. Это не то, что вы подумали на самом деле. Кучук, турки здесь сидят, в турецком языке кучук означает маленький. Собственно, это же слово используется в названии этого селения, Кучукюрт, в котором, собственно, правил малый хан, младший хан, которого звали Кучук по-кумыцки. Здесь довольно архаичный уклад, традиционный уклад. Здесь нету банкетных залов, нет свадеб в банкетных залах. Это довольно такое кумыкское село в традиционном в этом смысле. Здесь говорят только на кумыкском языке. Когда вы приезжаете и начинаете общаться на другом языке, на вас смотрят как будто вы из Марса или откуда-то.
И в этом смысле это некий образец, на который нужно ориентироваться. То же самое абсолютно в Будапештском районе, где, собственно, я сам становлюсь иногда жертвой всех этих косых и кривых взглядов, когда предпочитаю говорить по-русски. Это, собственно, снимки из Моздокского района, из селения Кизляр и Кучукюр. Здесь, наверное, стоит еще отметить, что это не единственное селение, это такое компактное селение, где проживает около 15 тысяч человек, и все они практически кумыкской национальности. Помимо этого, есть соседние селения, где отары, то есть районы, заселены кумыками. Собственно, в Моздокском районе кумыкский потенциал довольно сильный. И это чувствуется в самом городе, когда в детском садике русские дети начинают говорить на кумыкском, потому что кумыков очень много вокруг. Собственно, это вся презентация, которую я хотел сделать. Я не стал углубляться в какие-то исторические аспекты. Мне хотелось просто обозначить эту территорию, чтобы вы знали, с чем ассоциировать нашу культуру, наш язык и нашу историю. Спасибо вам. Рамазан. А сейчас для вашего внимания ролик московских кумыков. Assalamu alaikum, hürmetli yoldaşlar. Biz Moskovdagi qumuqlar sizin o'zimiz bilan tanish etmeye suyamiz. Moskva Rus podshohning tog' shahri. Aldan beri Moskva degan shaharga bizning qumuqlar Moskva deb ayta kelgan. Shu shaharda biz azda tug'ildik. Birlarimiz ishlaymiz, birlarimiz o'qiymiz va o'zimizni yashaymiz, yuritamiz. Ikki vatanimizdan necha yiroq bo'lsak da, biz qumuqlar o'zimizni, ana tilimizni, elimizni va tug'an yerimizni unutmaymiz. 2013 yılın uzağında Moskvada qumuqlar bir neçe kelinci yıl tog' shaharda qumuq qurum bo'lmaganlikni lavhaga chiqardi. Töreге göre qurum etkince bir neçe kerin qumuq jiyinlari tog' shaharda o'tkazdi. Chillayni 2014 yılına qumuqlarni o'zden degan birligin qurdi. Va 9-yillarda qumuq kechasi degan jiyinni o'zden qurumni xalqqa tanish etdi. O'zden tog' shaharda birinchi qumuq qurum bo'lib tug'di. O'zden qurum tog' shaharda 5 kerin qumuq kechasi degan jiyinni o'tkazdi. Madaniyat kechalarida qumuqlarni tarihin, madaniyatin, ince sanatin, yalnız qumuqlarga bo'lmay o'zga millatlarning vakillarini da ko'rsatdi. O'zdenning ofisini qumuq jahilligi butun dunyoni tinch etar uchun bizim harakatchilar ingliz, alman, turk tillarini o'rgangan guruhlar qurdi. Qumuq tilini bilmaganlarga o'zden til kurslari ochdi. Qumuq tilini bizda ko'p boshqa millatlar vakillari geçe. O'zden qurumlar qumuq jahilligi, tayli boksdan va kickboksdan sport topshiruvlar yashowga chiqdi. O'zden Turkiyaning ilmiy xonalari bilan araliq qurib, qumuq yashomirligiga shu podshohning aytilgan ilmiy xonalaridan bilim olmoqqa imkonlik etdi. Shu imkoniyatni alar uchun yashomirligiga qumuq adabiyotdan uchashuv o'ngardi va 3 jumhuriyatdan 10 sayladi. O'zden turli qurumlar bilan yashowga bircha projeler chiqardi. Rus alman o'joqda o'tkazilgan qumuq kechalarini rus, alman va qumuq tillarida o'tkazdi. O'zlarini haqida region basmalarining qayrida internet basmalar, federal gazetlar va radiolar ko'p seslendi. Bir necha program Rusiyaning sesi degan radioda yalnız o'zden qurumga bag'ishlangan. Hali o'zden qo'noq degan radioda qumuqcha programmalar etdi. Qumuq madaniyati haqida o'zdenchilar internet yayılışlarda yozalar, xalqaro chiqaradi. O'zden Marsayli qumuqlarda madaniyat kelbati sov dunyoga chiqdi. O'zden Rusiyaning boshqa regionlarida qumuq qurumlar tizilsin uchun abatlari harakatli. Sankt-Peterburgda, Michigan Cumhuriyatda, Temir-Qaziq Osetiyada tumanni qumuq qurumlar qurilsin uchun ishlari ko'p.
Özden Almanya'da, Türkiye'de, Akorus'ta kumuk diasporalar kurmak için bugün meşgul. Özden'in harekatçıları şu dünyanın yaxşı yağından elip, öz milletin atın ayttırmak terinden işleyin. Kalan bulan geleceği bizge. Это был ролик московских кумыков. Также мы хотим обратить ваше внимание, что в течение вечера мы будем включать разные ролики разных общин кумыков. А сейчас мы слово предоставляем ученику кумыкского языка Захар. Hayırlı okuldaşlar, assalamu alaikum. Hepsi Mahmud Esirli'nin bir iki söz aytar edin yarayırsan. Men adım Zahar, men Osman, ama bu özden kurum hazırlayan kumuk değil kurslar gibi. Bir ay devamına kumuk dilini yürüyeni. Kumuk dil bekar dil. Kumuk da bol, onu bilmeyi koymaya ayıpızdır. Bizim yurtumuzda kumuklardan beri Orusmen, Ermeni ve başka milletlerde yürüyor. Biz pek şartmez dünya tarihinde Kafkas'ın evaklarında dilini öğrenirken. Türk dilini arasında da kumuk dil, her türlü Türk dilge anlaşılan dil. Kumukça bilmege söyleyenler gelgiz. Çakrama bizim çok bir camiat kısa. Hoş geldiniz, çok sağ olunuz. По-русски это знает румынский. Мы приглашаемся к нашим занятиям румынским языком, нашу дружную многонациональную команду. Если кто-то хочет выучить румынский, это на самом деле первый раз за долгое время появились такие курсы в Москве. Вообще, в принципе, даже в стране, не знаю, где еще есть, где можно выучить румынский, если вы на румынском не говорите. Так что приходите к нам. Сейчас видеоролик из Турции. Встречайте. Bıltır artmak koydum, arambalak toydum. Erten düşte çepelek, aşay aşay bir buldum. Erten düşte çepelek, aşay aşay bir buldum. Udayların kop olsun, pişen çaymıdan tolsun. Ulan bağırlarda gitçi yaşlar tasp olsun. Abideyim kop olsun, sen çaymıdan tolsun. Ulan bağırlarda gitçi yaşlar tasp olsun. Telaştır gidiyor. Biz şimdi Biga'nın Doğancı köyündeyiz. Ve ne yapmaya çalışıyoruz? Kürüze yapıyoruz. Kürüze yapıyormuşuz. Bir telaş. Kürüze böyle bir kişiyle değil birkaç kişiyle. Evet, birkaç kişiyle oluyor. Kimisi katlıyor, kimisi açıyor. Kimisi de pişiriyor. Fatma Hanım diyorlarmış. Fatma. Patimat diyorlar bana. Ama esas ad Fatma değil mi? Niye Patimat diyorlar? Kumukların tersine. Şimdi bir kumuklar. Kumuklar kimdir? Nereden gelmiş? Dağıstan'dan gelmiş kumuklar. Şimdi Dağıstan'dan gelmişler. Öyle bir sülale. Sülale anılmış. Buraya mı yerleşmiş direkt? Biz bilirim Doğancı, Geyikır, Tepeköy, Akköprü 4 tane kumukköy var. Bir de Kumukça mı var? Var. Dil olarak. Var kumukça var. Siz bilir misiniz aranızda? Benim anam babam kumuk olduğu için ben unutamadım, ben biliyorum. Kızım bilir mi? O konuşma bilmez de anlar yani. Anlar. Ben söylediğimi anlar. Bunlar anlar, bunlar anlar. Merhaba, hoş geldin, nasılsın diye bir sor bakalım komşuna.
Kumukçu. Hoş geldin Fadime abla. Ne desen? İyiyim, yakışıma Yakşı kızım. mısın? Yakışıma kızım. Yakşı ben iyiyim dedim. Yaşlar da yaşında çık. Yakşı mı? Yaşlar da yakışı, hepsi yakışı. Sağlığın mı demek yaşlar? Sağ olun. Ben de anlıyorum. Devam. Söyle. Ne zaman geçersen İstanbul'a? O daha kırpma. Oo. Ben de anlıyorum. Ne zaman geçeceksin İstanbul'dan? Ya bizim kumuşamız ne öyle zaman bir şey geldi? değil de ya. Anlaşılıyor bizim bak. Önümüzde bir şey var. Bu süt, yumurta, yağ, bir de karabiber, nane. Bu süt kürzesi oluyor. Bu şekilde kesiliyor. Ondan sonra bunu böyle koyuyoruz. Şunu alıyoruz böyle. Ha, o kıyma mı soğanlı? Ha, bu soğanlı kıyma ama bunu bir gün önceden yatırıyorsun. Bunu böyle Kumuk Türkleri Dağıstan'da yaşıyorlar. Dağıstan Hazar Denizi'nin kuzeyinde, Azerbaycan'la Gürcistan'ın arasında ve kuzeyde bir bölge. Kafkas kültürü hakim bütün bu bölgelerde. Doğal olarak Kafkas müziği, Tabii 6-8'lik Dağıstan çok ritimler. halklı bir memleket. Tabii. Başka milletler de var burada. Orada yaşayan Kumuklardan derlenmiş bir türkü Cem Gürdal seslendirecek. Altın kibik parmağın, gümüş kibik tırnağın, altın gibi parmağın, gümüş gibi tırnağın. Suya mendep aytasa, ne ge kıynaysa beni. Seviyorum diyorsun ama niye üzüyorsun beni? Dinliyoruz. Kibik parmağın, gümüş kibik tırnağın, sevmede baylasa, neye kıynaysa beni. Altın kibik parmağın, gümüş kibik tırnağın, sevmede baylasa, neye kıynaysa beni. Türkiye'nin bu videoyu gönderenlere teşekkür ediyoruz. Evet. Это было видео из Турции. А сейчас вашему вниманию музыкальная пауза. И мы приглашаем сюда Азамата Акишева и народную артистку Республики Дагестан, лауреата Всероссийского конкурса «Играй гармонь» Зою Чунаеву. Встречайте!
песню. А сейчас я хотел бы с вами поговорить о более неформальной обстановке, потому что у нас вечер какой-то получается слишком серьезный. Ну и у нас для вас сегодня сюрприз, но пока этот сюрприз переодевается, я хочу с вами провести такой интерактив. Не поймите неправильно, я просто поднимите в руки те, кто... Интрига, да? Кумыки. Положи, что остальные уже не были. Вот, что хотел сказать. Представлю себя, меня зовут Лагутин, я вырос, жил, родился в Карагудахкенте. Рамазан правильно сказал, центр мира. Это правда. Вот. Как вы уже успели заметить, что у нас в Узюме все дружные, вот как вначале видели, мы даже прозвище себе придумали. Если честно, я не люблю прозвище. У меня их не было в школе. Но я был неприметный парень, единственный мой минус, я на ваших глазах, вот. Минус такой большой, метровый минус. Вот. Вы все знаете, что на уроках физкультуры мы все вот собираемся, мальчики идут, и самый последний парень, и дальше идут девочки. Я вот всегда был вот этим самым последним мальчиком. Я всегда был последним. С 11 класс. Да. Один плюс всегда, но рядом со мной всегда стояла девушка. Вот. Ну как плюс? Ну это даже не утешение. Она, знаете, я маленький, она первая в классе, и она... Не, она вон там, я ее не видел, я мог шею свернуть. Вот, что хотел сказать. Я жду переодевания сюрприза, импровизация она не навсегда. Вопрос один. У вас есть здесь в зале суеверные люди? Ни одного. Жаль. Есть. Нашел. Еще. 2, 3, 4. Чего вы стеснялись? Давайте поднимайте все. О! Вот. Я убедительно вас прошу, не надо этого делать. Зачем все это делать? Ладно, вот эти черная кошка дорогу перебежала. Из дома вышел, возвращаться нельзя. Посуда разбилась. Я вас уверяю, я сам по жизни я неудачник. Если передо мной пробежит черная кошка, ей кранты. Ей надо беспокоиться об этом. Вот. А не мне. У меня все хорошо. Мне не везет и не везет, а что делать дальше? Один вопрос. Вот когда дома что-то разбивается, стеклянное, это к чему? Не всегда. Это когда мама бьет, например, целый суповой набор, это к счастью. А когда я ломаю вот такую чашку, это я криворукий какой-то. Если ты нечаянно, это удача. А вы думаете, мама прям так и берет суповой набор, такой, она же тоже нечаянно. Ничего страшного, не доводите ее до этого. Думаю, он уже все, переоделся. Я хочу представить вашему взору человека, моего хорошего друга. Он приехал из Африки. Самый, просто продержался на солнце чуть дольше нас, но тот же самый кумык. Я хочу его пригласить, пожалуйста, расходите в комнату. Подожди, это для меня. Я думал, куда исчезли занавески из нашей общаги. Вот они. Не знаю, как больше делать. Я хочу дам тебе... Нет, я свой дам, не надо. Ну ладно. Его зовут, кстати, забыл представить. Ибрахим Мухаммад Хинди Авадаллах. Давай, Ибрашка, делай. Hei, umurlan, umurlani, imen. Soylar ini
kom söygen gitme. Yaman karab meni ikkenin. Bunda sen Kostuğumda adigam ber erkekmen. Maka bakit bedin sen pürüştürme. Aliye karab sesen öktem deyetme. Eçin avurur. Maka sen kulisen hayvan doktor komek etmez. Kulisen. Men inni bir izni kaçırma sinizem inanmazma orgun inni getirme. Nige çocuğum mine üzüyorum görse ol açık girer zatar maka okul. Это был наш африканский кумык, Ибрахим, Мухаммад и так далее и тому подобное. А сейчас для вас ролик из Республики Чечня. Assalamu alaikum, ayavlı kumuk halk. Bugün sizin programla tanış etmeye suyuyoruz. Temirkazık Kavkaz'da, Çeçen Respublikası'nda suyunç ve terik özelliğini boyu bulan Boragan Tağı'nın eteğinde yerleşken bizim gitçi elimiz. Ana toprak. Olay demek biz topraktan yaralganız. Onu anamızday süymeye, ayavlamaya, türlendirmeye borçluyuz. Açılmaya kalgan yerde boşlayın çayralagan bölükte havayın zaklar. Aytu var, çaçmasan ormasan çaçmazsan. Adam yürüp baraganda kisesinden alıp taşlanan urluktan da karbuz, pastan, kabak, este yok yerlerde öse. Şo sayalı aytmağa süyegenim toprakka düşken urlukday. Bugün biz yürütegen talaplar, aramızдағы dostluk, vatanışlık, bizden son ösüp gelegen avletlege Allah buyursa fayda verir. Assalamu alaikum alamda bizim anlayganlar. Biz Rusya'nın köp milletli Çeçen Respublikası'nda kumuk yurt Boraganlı halkı Allah'ın sıylı salamları bulan birçesizge güçlü sağlık, uzak ömür, artı bitmeygen yaxşılıklar yoramağa algasayız. Tanış bolabız. Görgen san Boraganlı bağır tüslü tağların, kaynar darman bulakların, türlü yüzün bağların, bolgamsan Boraganda terik tüsüyünç yağada, mağa yemik haşık hisler tuvar edi sağada. Bu satırlar halden köp yıllar al yakta, 1954 yılda Dostluk degen jurnalda Boraganlı ulan Sati Zaynadi miskin yazgan şevrudan alıngan. Avtor ata yurtun, ana halkın özü süyegen ölçevini görsetmege, özgelen de şolay süymege çakırıp yazgan. Yurtubuzun ekide yağından ötegen terik ve süyünç anadaş özenlerimizden ondan berli köp sular töben akkan. Zamanlar getken, zamanlar ötken bulsa da Boraganlılar namus, yah, kılık, adamlık, insan aralıklarımızdan ayrılmagan, ne kadar olanı süyüp, asrap saklagan, ayavlagan ve arttırgan. Yurtubuz bilimli, bajarılı, halka paydalı, gerekli, Müslüman dinge aminli, belgili gerti adamlarımızdan bay ve maktala. Biz özler bulan daim öktem bolagan, bajarılı, güzel kızlarımız, yahlı, imanlı olanlarımız da şu maktavlağa ortakçılar. Şolay gelecekte de bolacakka şeklik yok. Bu
bizim tarihlerde atı sıylı yerini tutup gelgen ata yurtubuz toktavsuz her yandan ösüp, yanırıp, türlenip, yüreklerimizdeki özüne suyunu arttıra, güçlendire. Yaşağın artsın, bizim gitçi vatanımız Boragan, bizim köp şeygen ata yurtubuz. Devirleni deri yası, teren kaşlı Boragan. Alam kurgan bara nikmat, sağa bağıp yol algan. Boraganım, güzel elim, özden kılıp sen belgen. Sağa baylay, kardeş ete, unutmastay bir gelgen. Boragan tav seni yaklay, borandan baş yerlerden. Zemzem sular, sağlık saklay, artık bari emlerden. Öktem terik köpnü görgen, başın ige yanında. Şat kirlayan süyünç özel, süyünç koşa tanrına. Vurma bağların güneş, yüzüm yasay altınday. At bağanlı maskaran var, işke çomart halkında. Yurtnu sıyın or götergen, or namuslu ulallar. Ola yahtılıkta tartır, ama bizim bularlar. Yıldızlı köknü erkesi, güzel ay kuymur karay. Gözeli köp kuymur karay, yurtuma göçse yaray. Dövürlene deri yasın, dostlukla sağınç Boragan. Это был видеоролик из Чеченской Республики. А сейчас для вас выступит начинающая звезда Керимова Гульмира. Встречайте! Düşman gelse
Рахимова Гульмира. Давайте еще раз поаплодируем. Слова песни написал Рамадан Алпауд, а музыку сочинил Рустам Ахмедханов. Сейчас перед вами выступит вице-президент РАО по сохранению и развитию Кумыка ОСД Марат Гулавов и расскажет о Джалалуддине Коркмасове. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дамы и господа. Я сегодня хочу сделать презентацию нашего Джалалуддина Агая. Это народ должен знать, народы должны знать все своих героев. Вот. Я сейчас приступлю туда. Джалалуддин Агай – государственный общественный деятель, дипломат и публицист. Один из первых пропагандистов социалистических идей на Кавказе. Основатель Османской социалистической партии в Турции. Один из активный участник социалистических движений во Франции. Основатель и редактор газеты «Стамбульские новости». Первый председатель СНГ ДССР, то есть первый президент. Автор первой конституции ДССР, то есть автор первой конституции Дагестана. Заместитель секретаря Совета национальностей, руководствовал ученым комитетом при ЦИК. Репрессирован в 1937 году и реабилитирован посмертно 4 августа 1956 года. По национальности кумык, родился в селе Хунтаркала, потомок древнего рода, выходит из состоятельной семьи, потомственных дворян. Фамилия образована от кумыкского слова «порк», то есть страх, и отрицательного аффикса «маз-мес». Вот видите, означает бесстрашный и смелый. Учился на классическом отделении Ставропольской гимназии, которая стала для Коркмасова школой жизни. В ней он пристрастился к литературе, искал ответы на жгучие вопросы современности, постоянно участвовал в горячих дискуссиях, был членом нелегального кружка. Ему нравилась идея братства, справедливости, любовь к родному краю и народу. Страсть к образованию и жажда к знаниям как массово приводит к знакомству с произведениями многих ученых, просветителей, общественных деятелей, поэтов. Его глубоко интересует деятельность как и русских, так и иностранных революционных демократов. Ему близки идеи народного просвещения, преобразования России, а также интересовался произведениями греческих философов. В 1897 году поступил на естественный факультет Московского университета. После первого года обучения выехал во Францию, где продолжил образование на естественном факультете Сорбонского университета, а также в высшей парижской школе социологии и антропологии. Вот здесь хотел бы сказать еще один момент. До революции в Российской империи из всего Кавказа было 3 выпускников Сорбонского университета. Это 3 кумыка. Один Джалалуддин Агай, другой Дауд Шейх Али и Рашидхан Капланов. По пребыванию в Париже Дагестан Джалалуддин Агай не остается на стороне политических событий, становится активным участником социалистического движения, вступает в разные клубы, посещает разные собрания, знакомится с политическими иммигрантами. В начале 1904 года Коркмасов возвращается в Дагестан, где назревали революционные события, и ведет частную адвокатскую практику в городе Тимирманшура. Развернувшие 1905 года по всей стране рабочие движения против самодержавия оказало свое влияние на рабочие и крестьянские массы Дагестана. В этой обстановке наш Джалалуддин Агай создает крестьянский центр, который, ставший защитником интересов крестьян против несправедливости, которому способствовала царская власть. Джалалуддин Коркмасов вместе с Махачом Дахадаем устраивает митинги, выступает с призывами о прекращении выполнения крепостных повинностей, отказа в выплате помещичьих податей. И в результате чего в июне 1906 года арестовывается за вредную политическую деятельность и подстрекательство населения к неуплате налогов и неподчинению властям. 20 августа 1906 года высылается под гласный надзор Аланецкую губернию. От первых числа февраля 1907 года получил согласие на замену ссылки иммиграции. Он уезжает в Париж, где продолжает обучение. В Париже Коркмасов сблизился с турецкими политэмигрантами, младотурками, турками их называли, а по-турецки Генч-Турк, из партии «Единение и прогресс». После успешного переворота младотурок
в июле 1908 года, целью которого было свержение режима зулюм, деспотизм, тирания и восстановление действий Конституции, жил в Стамбуле, где с октября 1909 года по 1910 года издавал на свои личные средства, это немаловажный фактор, на русском языке еженедельную иллюстрированную газету «Стамбульские новости», первую русскоязычную газету в Османской империи, тиражом 1000 экземпляров. Всего было издано 33 номера. То есть в Российской империи инициативу Картмасова встретили очень положительно. Даже российский чрезвычайный полномочный посол в Османской империи Чарыков писал министру иностранных дел Извольскому вот такие слова. По-видимому, Картмасов умеренных взглядов и человек больших дарований. Я считаю его частную инициативу в журнальном деле предпочтительной казенному почину. И в данном случае думаю, что стамбульские новости будут способствовать осуществлению нашей общей программы дружественного сближения с Турцией по почве культурных и экономических интересов. Следующий министр иностранных дел Сазонов характеризует газету как новый высокодостойный орган отечественной печати. В связи с некоторыми политическими обстоятельствами Турции, Стамбульские новости в июне 1910 года, то есть тогда уже Османская империя была, еще Турция не была преобразована, и прекратила свою деятельность. В начале 1911 года уехал в Париж. В этот же период он публикует свои статьи на страницах журнала «Тюрк-Юрду». Джалалудин Картмасов имел в Стамбуле свою довольно многочисленную социалистическую группу. Он также является одним из основателей Османской социалистической партии. Свержение самодержавия и победа февральской буржуазно-демократической революции в России способствовала к возвращению политических иммигрантов, после чего наш Джалалудин Агай, возвращаясь в родные края вместе с Махачом Дахадаевым, Тахо Гоги, с Хизроевым, Зульфугаровым, организовал в Тимирхан-Шуре социалистическую группу. Как лидер этой же организации представлял ее фракцию в Временном областном исполкоме, возглавлял земельный комитет. 9 апреля 1918 года возглавил областной временный военно-революционный комитет. В июне 1918 года избран главой правительства Дагестанской области, председателем Дагестанского областного совета и одновременно председателем столичного Тимирхан-Шурийского совета. Я когда читал про биографию нашего Джалалудина Агая, на самом деле я спрашивал даже как-то у себя, как так можно столько энергии, откуда он брал столько энергии. В осени 1919 года, являясь председателем Совета обороны Северного Кавказа, Картмасов стоит во главе повстанческой армии свободы Дагестана. Одержав военные и политические победы, полностью очистил территорию Дагестана от пронтантовских войск Деникина до прихода в Дагестан Красной армии, проходивших на Баку. В связи с этим был первым из дагестанцев, которого наградили орденом Боевого Красного Знамени, первым на то время высшим советским орденом. Вот что говорил про Джалалудина Агая Смирнов, командующий экспедиционного корпуса Красной армии, проходившего на Баку через Дагестан. Товарищ Картмасов долго боролся в горах Дагестана. Ему удалось объединить вокруг себя идейных товарищей и создавать регулярную армию, сильно отличающуюся от обычных партизанских отрядов. Ура товарищу Картмасову, ура вождю Дагестанской армии. С 11 апреля 1920 года Совет обороны Северного Кавказа и Дагестана преобразует Дагестанский революционный комитет, Дагревком, высший орган власти, как и гражданский, так и военный. В первую очередь ставит, вот тут очень такой тонкий момент, Джалалудин Агай в первую очередь ставит вопрос о воссоединении единого народа и присоединении к Дагестанской области Хасавюртовского округа 13 ноября 1920 года. И в это время прошел чрезвычайный съезд народов Дагестана, провозгласивший автономию Дагестана в составе 10 округов под представителем самого Картмасова. 12 февраля, как вы видите на картинке, делегация во главе с Картмасовым встречается с Лениным, знакомым с ним по жизни иммиграции. Еще во Франции они были знакомы. Сообщает, что работу над проектом Конституции закончили, удовлетворены образованием и признанием государственности Дагестанской республики. Ставят вопрос о содействии в сферах жизненной важности, хлеб, семена,
мелиорация, орошение, финансы, связь, мануфактура и транспорт. С августа 1920 года Кармасов является также первым советником полпредства РСФСР в Турции, будучи главой правительства Дагестана. Джалалудин Кармасов сыграл большую роль в налаживании двусторонних связей между правительством Ленина и Ататюрка. В Турции Мустафа Кемаль Ататюрк хорошо знал и доверял Кармасову. Знал, что он один из наиболее авторитетных лидеров горцев и комиссаров Ленина на Кавказе. И когда была образована Дагестанская Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР, Ататюрк направил радиограмму поздравлениями в адрес Ленина. Но надо ли после этого удивляться, что под первым российско-турецким договором, подписанным 16 марта 1901 года, наряду министром иностранных дел РСФСР Чечерным стоит подпись нашего Джалалудина Кармасова. Подводя итоги достигнутого республикой за десятилетие ее существования, Совет национальности 15 января 1931 года констатировал: на основе правильной осуществляемой национальной политики в условиях многонационального Дагестана громадные достижения в экономическом, хозяйственном, культурном строительстве, значительный подъем материального и материального социально-культурного состояния жизни трудящихся. Основным доказательством огромных достижений в перестройке Дагестана является использование огромных естественных богатств Дагестана. То есть, как вы знаете, газ, нефть, полезные ископаемые, химические сырье, энергетические ресурсы. В 1932 году Кармасова отослали в Москву, ему было поручено руководство по линии ЦИК, наукой, культурой, учебными заведениями и культурными вопросами. Видимо, Кармасов нужен был в Москве как человек, известный в Европе, знакомый с государственными деятелями, знаток иностранных языков, талантливый и опытный дипломат. Известно, что он сыграл значительную роль в достижении признания СССР многими иностранными государствами. По поручению правительства он один или в составе делегации СССР вел переговоры с правительствами Турции, Италии, Франции, Германии. Всему виду своей эрудиции и дипломатическими способностями вызывал к себе симпатию и добивался позитивных результатов. В 1933-1937 годах являлся председателем Всероссийского комитета по проведению алфавитов, а после единения его с алфавитным комитетом СССР стал заместителем председателя. А теперь посмотрим, что говорили известные люди про нашего Джалалудина Агая. Тафа Боди говорил, что все, что имело отношение к революции, делалось от его имени. Улуби Вынацкий писал: Кармасов еще с революцией 1905 года в глазах дагестанцев олицетворение свободы, уничтожение всех проклятых устоев, вдвойне добивших дагестанцев. Известный общественный деятель, ученый, просветитель балканского народа Хубиев. Авторитетное лицо, олицетворяющее волю и творческий порыв трудящихся Дагестана, председатель Дагестанского Совнаркома Джалал Кармасов. Академик Обнорский, выдающийся ученый-лингвист, действительно член Академии наук СССР, знавший и непосредственно работавший с Кармасовым, высказался о нем незадолго до своей смерти. Я думаю, что такого человека, как Джалал Кармасов, образованного, высоконравственного, можно ставить в один ряд с самыми выдающимися личностями 20 века. Я не сомневаюсь, что со временем история к этому придет. Сейчас имя этого выдающегося человека, крупнейшего ученого и мыслителя, даже боятся упомянуть. Но я не боюсь. В своей книге «Культура русского языка» я дважды упоминаю его имя. Его имя должно быть известно всему миру. Про него писал Аш-Шаруни. То есть, я сейчас смотрю на вас, многие из вас уже заскучали, наверное, придем к завершению. То есть, в завершении хотел бы сказать, мы имеем полное основание сказать, что первым организатором и основателем дагестанской государственности был Джалалудин Кармасов, и не только дагестанской. И на каждом мероприятии мы будем рассказывать об известных умыках, и вы увидите, как много известных личностей, и удостоверитесь о потенциале нашего народа. Благодарю за ваше внимание. Это был Марат Кулалов. Давайте еще раз поаплодируем. А сейчас для вас еще одна музыкальная пауза. Игра на скрипке. Встречайте, Эмиль.
Я бы еще хотел сыграть немецкое произведение. Давай. Dağıstanlı yaşlar var mısınız artta? Siz Süreyyen Sarın, Gays Sarın idi.
Дорогие дагестанцы, молодежь, через интернет мои песни не надо брать. Я привезла здесь, вот здесь на ноутбуке будет, заходите еще, алушладан. Через интернет мои песни не надо брать. Я еще жила здорова вам передать песни мои. Sağ olun Yaşar. Sağ olun Yaşar. Şunu konuşlar, yelkenli gemi, yemedim ne bızın, ayağım. Yüreğim toprağıma, gelen tüzgün, ödül şahane, yurdu sevsin. Ağaçal ayağım, benim atarım kızım, eşeğim kulağına, kanarım sağlamsam. Ağaçal ayağım, benim atarım kızım, eşeğim kulağına, kanarım sağlamsam. Yaşacağım bir
сейчас перед вами выступит юный озеневец Малик Альбаут со своим стихом. Ben kumuklardır başlayman sözlerimni bağışlayman halkıma. Kumuk halk üçün veremem yüreğim, siz benden yoksunuz canıma. Ben askermen kumukların yanında, kumuk düzler siz bekmen suyamın. Halkım üçün ben veremem canımda, tarif olsak kumuk üçün ölermen. Ben oktamen kumuk halkın barında, ben buluz halk zamanda kumuklar. Yaşadıkça kumuk düzle vatanda, bir buluz halk arada insanlar. Ana tilki öğrettiğiniz yaşlanır. Aluf terbiye belgisi olama. Şova isteseniz siz balalarını. Uygu olar ösken son başlamağa. Kumuk yaşlar alsın kumuk kızlarını. Kumuk kızlar erge basın kumuklara. Kumuk halkın bolsun uluymanı. Dileymen ben bizim etki Allah'a. Kumuk düzgün toprağı da beklerken. Satmağısız eli bizne kumuklar. Satsağız şart topraklı her yerden. Kayda yaşar sizden kalkan balalar. Tezden beri kumuk halkın bek güçlü. Dağıdır bek güçlü olacak. Ana asil halkın